Следующая история, которая меня очень сильно мотивирует, очень-очень сильно мотивирует, это основатель Walmart. Это сеть магазинов, миллиардная компания. Как они это делали? Я внимательно изучаю его и восхищаюсь, правда. Это парень взял у своего теста машину какую-то грузовую, продал его и начал свой первый магазин. И постепенно до такого дошел. Понимаете? $5000 или $5300, по-моему, первый магазин, который он начинал. Я его внимательно изучал, его книги, прочитал историю, и я восхищаюсь этой историей. Я влюблен в его методики, в его подход, и особенно каждую субботу, когда он делал бизнес-завтраки 4 утра. Бизнес-завтрак или 6 утра был, или 4 утра был, забыл. Делал, и всегда со всех сторон все директора в магазине собрались на это собрание. И они обсуждали, как следующий магазин открывать и так далее, и так далее. Таких великих людей в истории очень много, ребята. Очень много людей, которые делали то, что вы собираетесь делать. Очень огромное количество людей, которые уже делали то, что вы мечтаете делать. Супер великая история, это история пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Очень сильная история. Прочитайте его многократно. Прочитайте жизнь любого пророка, все пророки, их жизни. Прочитайте жизнь каждого пророка по отдельности. И вы очень много усваиваете для себя. Каждый раз, когда что-то болеешь и так далее, надо вспоминать историю пророка Аюба. Что он заболел очень сильно, и землетрясением потерял 11 детей. И это все он верил в том, что это испытание, и это терпение. Каждый раз, когда друзья продают тебя, или родственники, или партнеры, надо вспоминать историю пророка Юсуфа, который его родные братья продавали в рабство. Когда ты попадаешь в случай и думаешь, что безысходный случай попал, вспоминай историю пророка Юнуса, который в черве кита он провел больше 40 дней, и даже оттуда Господь спас его. То есть ни одна проблема не существует, которую невозможно решать. С помощью Всевышнего любая проблема решима, можно решать. И каждый раз, когда вам трудно, если в вашей идее никто не верит, вы рассказываете, как это идею или как это ваше видение. Вспоминайте пророк Ноя, что он верил, что-то нелогично, да? В пустыне он построил ковчег. Все смеялись над него. Но он это делал. Понимаете? Когда вас игнорируют и отрицают тех, с кем вы выросли в одном городе и так далее, вспомните историю пророка, саллаллаху алейхи Мухаммеда. Он бросил и ушел в другой город, потому что на его голову награда назначали. То есть я что хочу сказать, почему я рассказываю истории пророков и так далее, потому что Господь нам через эти истории пророков в священных книгах уже дает понять, что если мои возлюбленные, мои любимые, мои избранные пережили этого, и, возможно, ты тоже будешь пережить. А помните, если иногда вы сталкиваетесь с людьми, которые властные, но они не слышат вас, они игнорируют вас и так далее, они силами попытаются побеждать справедливости, помните что? Помните историю Моисея? У каждого фараона есть свой Моисей. Запомните. Если вы делаете богоугодные дела, если вы делаете то дело, которое действительно полезно массовому народу, если это вы делаете то дело, которое реально принесет пользу массовому народу. Так что будьте уверены, Господь с вами, Господь поможет вам, и вы победите. Поэтому я рассказывал вам эти истории. Есть еще много историй, правда, очень огромное количество историй. Жизнь любого успешного человека полна история. Жизнь любого романтика полна история. Жизнь любого ребенка, который чего-то добился в жизни, это целая история. Но эти истории очень сильно вдохновляют, мотивируют. Меня сильно мотивирует история моей родной мать, как она 10 детей нас поднимала на ногах после смерти отца.
И она была великая, мудрая женщина, сильная женщина. И глядя на нее, я научился не сдаваться в жизни, быть сильным. Поэтому и в вашей жизни, может быть, ваша личная история очень вдохновляющая. Я рассказывал вам несколько историй, которые меня вдохновляют, которые мне очень помогают. И временами я это все читаю, пролистаю, посмотрю снова. Вот так. Напишите в комментарии свою историю. Напишите в комментарии, может быть, ваша история она особенная, может быть, она вдохновляющая история, которая реально помогает. Вы знаете, история – это сильная учеба, история – это сильный наставник. Я вырвался из долгов, из трудностей, из много боли. Я парень, который, знаете, я узнал недавно, что мой дом в селе 426 что ли, и так далее, дом. Получается, что в селе, где я вырос, максимум 300 чем-то семья живет, может быть 350, потому что некоторые номера там в школе, клубе, больнице и так далее, чайхана. Потому что в селе недавно узнал, что там, оказывается, уже номера давали, техпаспорт сделали для каждого дома. И вот тогда понял, что, оказывается, мой дом в самом конце, потом кишлак заканчивается. После меня еще один номер есть, и все. И я еще хочу сказать, я вырос в селе, где 350 семья живет. И я уехал из этого села к этот мир. А мир оказался очень большой. Я думаю, что если вы знаком с моим историям, это круто. Если не знаком, найдите мою историю, изучайте его. Я думаю, что посмотрите мой фильм «Наставник», который выходит. Возможно, она выходит по названию «Наставник», возможно, будут выходить по названию «Таджик». Вот. Скоро они будут в кинотеатрах, и она будет в кинотеатрах в виде кино, полуторачасовое кино, полноценное. А в Ютубе, думаю, телевидение, наверное, будут в виде сериал тоже. 2020 год, как сериал телевидения, тоже мы, наверное, запустим его. Потому что я думаю, что это хорошая история. Это хорошая история. Поэтому я иногда анализирую свое прошлое, и это меня вдохновляет. Многие люди, миллионам людям вдохновляет эта история. Много людей приходят мне и говорят, знаете, благодарим вас за то, что я прочитал вашу историю или прочитал ваши книги, как выбрались из долгов и так далее. И это дает мне очень вдохновляет, мотивирует и так далее. Вот так, дорогие мои. Ставьте лайк, если вы что-то хорошего узнали, услышали из этого того, то, что я рассказывал сейчас. Расскажите своим знакомым, друзьям, поделитесь, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, не забудьте приглашать своих друзей, знакомых, потому что с каждым разом что-то хорошее я рассказываю в этих каналах. Вы хотя бы хоть что-то ценное вы берете для себя. Желаю вам успехов. Создайте свою историю.